А ўжо зараз спадарства з намі на сувязі спадарыня Ганна Красуліна, прэс-сакратарка Святланы Ціханаўскай. Вітаю вас. Добрый день. Спадарыня Ганна, вось літаральна ў чацвер вядома было, што забілі Рамана Бандарэнку, якога даставілі з будынку пастарунку міліцыі. Аднак вось тыя самыя міліцыянты, незважаючы на дзеянні сваіх калегаў, не баяцца далей выходзяць на вуліцы, далей затрымоўваюць, прымяняюць светлошумовыя гранаты, б'юць людзей. Вось што гэта такое? Ніякіх тармазоў, здаецца, у гэтых людзей няма. Ну, во-первых, про не бояться, это вы переборщили. Они на самом деле боятся. Именно этим объясняется то, что они выходят в полном вооружении против безоружных людей. И при этом их гонят. Посмотрите, как на Пушкинской погнали. Погнали этих черных. Так что все нормально, все продолжается так, как нужно. Шакута ответит за то, что он убил человека, вышедшего в свой двор, который хозяин своего двора, который не сопротивлялся, не имел символики в руках. Роман Бондаренко, молодой человек, который умер просто в своем дворе, просто потому, что он там живет. Так вот, за такие вещи они будут отвечать. И мы сейчас видим, как уже вся Беларусь поднялась. Посмотрите, даже поселок Чисть, Молодечно, Витебск вышли Гродно, вышли регионы, потому что это совершенно не, как сказать, уму непостижимо, как можно убивать людей в своем городе. Так вот сейчас как раз у меня, например, вопрос большой к женам вот этих ОМОНовцев, к женам сотрудников ГАИ. Мы сегодня видели, как сотрудник ГАИ по какому-то странному бежал за протестующим. Это что такое? Это провокатор в этой форме или что? Сотрудники ГАИ, обратите на это внимание, чтобы не попасть потом под народный гнев, вот этих вот провокаторов в вашей форме, которые бегут за протестующими, нейтрализуйте сами. Что происходит? Жены, матери ОМОНовцев, имейте в виду, они разделят потом ответственность вместе с Шакутой, которого также не возьмут в Боинг Лукашенко. В Боинге Лукашенко всего сколько мест? Хорошо, если на всю его семью хватит. А он еще и почистит ведь за собой. Он ведь еще кое-кого еще найдут и убитыми, и повешенными для того, чтобы они не свидетельствовали против Лукашенко. Вы ведь знаете его приемы. Поэтому, жены, матери, сейчас они денег вам столько не принесут, сколько потом вы получите в результате, когда земля будет гореть у них под ногами и когда они получат конфискации. Так что думайте сейчас, запасайтесь сейчас свидетельствами против вот тех вот людей, которые совершают преступления рядом. Это я обращаюсь к силовикам и к их близким. И это возможно, даст вам смягчение наказания, когда произойдет судебное разбирательство. Справедливый суд настигнет каждого. Спадарыня Ганна, вось вы узгадалі прозвішча Дмітрія Шакуты. Менавіта гэтага чалавека апазналі людзі са свету баявых адзінаборстваў. Я нагадаю нашым гледачам, Дмітрий Шакута – гэта чэмпіён свету па тайскім боксе і кікбоксінгу, якога апазналі як аднаго з удзельнікаў збіцця і жорсткага затрымання Рамана Бандарэнкі, які пасля гэтага жорсткага затрымання памёр. Дык вось, калі гэта Дмітрий Шакута затрымліваў, збіваў Рамана Бандарэнку, ён чалавек, які мае хоць нейкае дачыненне да сілавікоў, таму што ён служыў у вайсковай частцы міліцэйскага спецназу 3214, і там ён зараз працуе інструктарам, то бок вучыць гэтых спецназаўцаў біць людзей. Але яшчэ адзін чалавек, з якім Шакута быў разам падчас затрымання Рамана Бандарэнкі, гэта Дмітрий Баскаў, гэта кіраўнік Федэрацыі хакею Беларусі, нядаўна прызначаны. Вось ён таксама прымаў удзел у гэтых жорсткіх дзеяннях. Але Баскаў, ён хакеіст. Так, ён трэніруе Віктара Лукашенко ў сваёй камандзе, але ж ён не мае ніякага дачынення менавіта да сілавых структураў. Што гэта такое? Цывільныя людзі займаюцца тым, што збіваюць і нават забіваюць людзей. Ну, вы же понимаете, что этот Басков, вот те, кто повязан, близкий круг Лукашенко, они повязаны до такой степени, что им не поможет ничего, ну, кроме разве что задержания Лукашенки и топ-20 вокруг него чиновников и сдачи его протестующим и законным властям Беларуси, которые представляют белорусский народ. Это единственный способ для них сейчас
избежать, ну, я так понимаю, даже и высшей меры наказания. Поэтому я бы сказала, что у Баскова, в принципе, еще небольшой выбор есть. Поэтому пусть подумает хорошо, сядет вместе с семьей, потому что отвечать придется, ну, реально и очень скоро. Поэтому в данном случае просто, ну, видите как, уже простые начальники не справляются, они не хотят в этом участвовать, они не хотят убивать людей на улицах. И поэтому только самый близкий круг, который повязан кровью, повязан криминалом многолетним вместе с этим режимом, только они способны вот на такие действия. И они пытаются посеять страх. Но видите, как получается? Они попытались посеять страх, а сегодня их ОМОНовцы бегут от безоружных людей. То есть страх теперь на другой стороне. Страх теперь у них в сердцах. Именно поэтому так и происходит. И кроме этого близкого круга, Лукашенко, в общем-то, никого нет за душой. Поэтому, Спадарня Ганна, мы все ж таки справедливо будзе сказаць, што бягуць і мірныя жыхары таксама ад амапаў, што сітуацыя мяняецца то адны, то другія. Так. Мирные жихары бегут от слезоточивого газа, от водометов, от вооруженных. Вы немножечко соотнесите стороны. Одна сторона полностью вооружена, да еще со спецтехникой и в полной бронезащите, а вторая – это мирные люди, не имея ничего в руках. Вы, слушайте. И когда бегут вооруженные от мирных, это, знаете, это совсем другой коленкор. Поэтому не надо тут вот на одну доску вот это ставить. Это надо понимать, что вооруженные люди, бегущие от мирных, вот это сейчас символ того, что происходит. Ну вось якраз наш корэспандэнт паведамляе, што каля станцыі метро Пушкінская аскепкам светлашумовой гранаты параненая жанчына, аскепак трапіў ёй у нагу, і людзі чакалі машыну хуткай дапамогі. І вось пасля гэтых выбухаў светлашумовых гранатаў на станцыі метро Пушкінская 8 мікрааўтобусаў з міліцыянтамі ў спартовай форме, так паведамляюць прынамсі нашы гледачы, праехалі ўздоўж вуліцы Прытыцкага за людзьмі, якія уцякалі ў бок метро спартовая, і былі яшчэ выбухі святлошумовых гранатаў на спартыўнай менавіта. А потым шэрэнга спецназа ў аліўкавай форме з вадамётам была на вуліцы Прытыцкага і таксама у бок вуліцы спартыўнай. Ну вось як вы і кажаце, што вся гэтая спецтэхніка таксама задзейнічаная. Спадарня Ганна, я вось толькі нагадаю на момант для нашых гледачоў, мы размаўляем са спадарняй Ганнай Красулінай, прэс-сакратаркай Святланы Ціханаўскай, і акурат Святлана Ціханаўская на днях абвесціла вось народны трыбунал, працэдуру ў сітуацыі, калі законы ў Беларусі навогуле практычна не працуюць, але памятаем, што гэта ўсё ж такі наша краіна і грамадзяне павінны вырашаць, што з нашай краінай будзе. Ёсць таксама вось гэты 109 артыкул крымінальна-працэсуальнага кодексу аб тым, што грамадзяне самыя могуць затрымоўваць злачынцаў, могуць затрымоўваць людзей, якія скрываюцца з месца злачынства. Спадарня Ганна, хацеў бы, каб вы для нашых тэлегледачоў яшчэ раз патлумачылі вось сутнасць народнага трыбуналу, як грамадзяне могуць перамагчы беззаконне ў Беларусі, вось гэты механізм. Да, смотрите, начинаем с того, что нейтрализуем маленьких Лукашенок на местах. Вот этих всех идеологов, вот этих всех там замдеканов, которые отвечают за зачисление студентов, за увольнение бастующих рабочих. Мы начинаем конкретно называть их имена, говорить реально, что они являются пособниками режима, что они будут за это ответственны. Перестаем выполнять их распоряжения. Все вот эти идеологические вещи саботируем таким образом, чтобы их деятельность совершенно потеряла какой бы то ни было смысл. То есть они на местах должны понять, что они, да, они ответственны за это. И вы должны донести это до их родных и близких о том, что вот этот человек, зам по идеологии такого-то предприятия, он является здесь конкретно ответственным за то, что происходит, за кровь на улицах, за убийство Романа Бондаренко. Далее, после этого собираем доказательства того, что произошло. Граждане скидывают это все в инициативу «Единая книга Беларуси». Туда скидывается весь состав преступлений, свидетельства, доказательства, видео, фото. Оно будет верифицироваться. Для силовиков, которые хотят потом как-то жить в этой стране, для них появляется система рапорт. Про нее будет очень конкретно дополнительно сообщено, но это система, которая полностью защищена и полностью анонимна.
туда силовики скидывают вот прямо по системе рапорт, кто, где, когда, что сделал, система доказательств, там, очевидцы и так далее. Они это все заполняют и получают потом такой, свидетельство, код. То есть они не называют своего имени, они не раскрывают себя, но они получают какой-то там, не знаю, какой-то, например, 12-значный код, который у них где-то аккуратно хранится. И потом, когда дело дойдет до справедливого суда, они смогут его предъявить в качестве смягчающего вину доказательства их деятельности, либо даже получат амнистию в связи с этим, если они будут иметь такие свидетельства о том, что они помогали правосудию, то есть что они свидетельствовали против преступлений, которые совершаются людьми в форме. Все это время мы работаем над тем, чтобы признать эти организации террористическими. ОМОН, Гуповик, лично Лукашенко и его окружение, вот этих Шакуту, вот этого Баскова, это люди-террористы. Люди действуют на улицах города без опознавательных знаков, то есть они не представляют даже чисто номинально какую-то структуру. Они в масках, они с закрытыми лицами, это бандиты, это террористы, это люди. Более того, чьи приказы они исполняют? Нелегитимного гражданина Лукашенко на основании чего? То есть что такое происходит сейчас? Это бандиты на улицах наших городов. И поскольку они террористы, мы с вами должны собрать на них доказательства. После этого доказательства будут верифицированы, и после этого мы говорим о том, что вот эти преступления народ обвиняет вот эту банду вот в таких преступлениях. 20 декабря мы все выходим с вами на суперакцию, которая требует справедливого суда над всеми преступниками, начиная, естественно, с главы этой бандитской группировки Александра Лукашенко. Топ-20 или топ-10, мы с вами над этим еще подумаем. Тех чиновников, которые ответственны за то, что происходит, мы с вами определим на платформе «Голос». Будет, наверное, что-нибудь типа рейтингового голосования, кто попадет конкретно вот в тот список топ-10, топ-20, которые будут отвечать вместе с Лукашенко просто сразу. Я нагадаю, спадарыня Ганна, дазвольце я нагадаю нашим гледачам, што падобная практыка ў свеце ўжо была. Гэтак арганізацыя корпус стражай ісламскай рэвалюцыі. Гэта арганізацыя, праўладная арганізацыя ў Іране, якая дзейнічае паводле загадаў уладаў, і таксама яны займаліся разгонамі мірных пратэстаў, расстрэламі гэтых пратэстаў, катаваннямі потым у пастарунках. І гэтая арганізацыя, корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, прызнаная тэрарыстычнай, у тым ліку Злучанымі Штатамі і іншымі міжнароднымі арганізацыямі, і гэта пацягнула за сабой перадусім міжнародныя санкцыі. А вось чарговае сведчанне таго, што сілавікі перавышаюць свае паўнамоцтвы, партал Kuku.org паведамляе: на чытачоў, якія з вакна кватэры здымалі для нас відэа, сілавікі скіравалі пісталет. Стрэлу не было, але мы ўсе памятаем падзеі у жніўні. Вось все ж такі зброя на вуліцах кожную нядзелю, ды нават не толькі кожную нядзелю, зброя ў руках людзей у форме альбо ў цывільным стала ўжо такой звыклай справай. Ніхто не здзіўляецца БТРам, ніхто не здзіўляецца гэтым узброеным людзям. А што далей? Куды яшчэ можа дайсці? Да чаго? Да якога ўзроўню гвалту? Видите ли, в чем дело? Они пытаются запугать людей. Но ситуация такова, что люди не могут вернуться обратно в то стойло, в котором лукашенковский режим их держал. Люди не хотят больше быть рабами этой власти. Люди понимают, что они хозяева своей страны. Люди понимают, что они имеют человеческое достоинство и что они гораздо выше духом, будучи мирными, будучи безоружными против вот этой сграи, просто черной бандитской группировки, которая захватила Беларусь. Сейчас, когда мы с вами работаем над тем, чтобы признать террористической группировкой и на международном уровне, это означает, что все их действия начинают попадать там и под систему Интерпола, и под другие вещи. То есть на самом деле присоединяются еще дополнительные факторы давления. Если вы думаете, что
вот как бы у них какой-то бесконечный ресурс, у них ресурс очень конечен. Вот эти все нижние чины, они ведь наемники. Хорошо, Шакута и Басков, эти ребятки, как бы они уже, наворовали, то есть они уже сейчас не за деньги действуют, а просто спасая свою шкуру, потому что им точно придется отвечать. Я говорю, у них выход один, это сдать Лукашенко, принести просто на блюдечке, это единственный их способ. Что касается остальных, они наемники, их нужно кормить. Чем они собираются кормить вот этих вот черных, которые бегают сейчас по улицам? Им же нужно довольно много платить за такие преступления. Хорошо, где брать эти деньги? У Лукашенко денег нет. Вернее, свои-то есть, но он совершенно не собирается ими делиться, он скорее полетит к своим деньгам ближе. А этих ребяток, смотрите, во-первых, у нас забастовки продолжаются, у нас Гродно, Азот, у нас Беларусь Кали на подступах к забастовке. То есть нужно думать об экономических санкциях, которые каждый из нас должен включить против режима. Обязательно, конечно, мы продолжаем действовать с вами по всем направлениям. Но вот сейчас вот Народный трибунал, он нам позволяет очень конкретно заявить о том, что это террористическая группировка, и о том, что каждый из них находится вот в этой ситуации, когда его преступления свидетельствуют о его преступлении его же коллеги. Вот это они должны понять, что каждый из них сейчас становится объектом наблюдения не только со стороны вот этих вот людей на улицах, которые как бы под маской их не могут рассмотреть, но вокруг них действуют их коллеги, которые вполне вероятно хотят перейти на сторону народа и подумывают, что такого они должны сделать, чтобы народ простил им их преступления. Все очень просто. Нужно засвидетельствовать преступление и на систему рапорт сообщить об этом. Так что сейчас происходят очень интересные моменты. Кроме того, я уверена, что кто-то из высших чиновников, может быть, обладает еще какими-то остатками мыслительной деятельности и тоже понимает, что его семья не будет вместе с Лукашенко эвакуирована, понимаете, и придется как-то здесь жить. Соответственно, у них тоже появляется очень большой соблазн, в общем-то, подумать над тем, кого из топ-10, топ-20 чиновников он хотел бы сдать, а может, не хотел бы оказаться самим в этом топ-10, топ-20. Опять же, я хочу сказать, что если Качанова думает, что ее пока не посылают избивать и убивать мирных жителей, это не означает, что она не войдет в топ-10, в топ-20. Так же, как, кстати говоря, Ермошина. На руках Ермошиной и, между прочим, всех членов участковых комиссий и провладных наблюдателей, они тоже должны понимать всю степень своей ответственности. Поэтому сейчас им всем пора включиться, если они хотят получить оправдательные приговоры или амнистию. Таким образом, мы сейчас с вами получаем очень интересную ситуацию, которая разбивает их фронт и усиливает наш. Ну и экономические санкции против режима. Забирайте деньги из банков и уходим в забастовку, кто может. Сапраўды, гэта рашучыя крокі, якіх, я думаю, многія чакалі ад лідараў, каб менавіта абвяшчалі пра такія дзеянні. Спадарня Ганна, таксама вы заглядаю да таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння людзі выйшлі не толькі ў сталіцы, але сапраўды у Віцебску, Магілёве, Гомлі, гарадах, дзе праз працяглы час мы не бачылі, можа, пратэстаў. Вось, напрыклад, у Магілёве калону разбілі, разагналі, аднак людзі зараз вось ёсць паведамленне, што зноў сабраліся, нейкім чынам згрупаваліся. Пытанне таксама, вось вы сказалі, што людзі не вернуцца ў тое стойла лукашэнкаўскае, якое было раней, людзі адчуваюць, што патрэбная свабода, але тут таксама, напэўна, і для гэтых хамонаўцаў важна нагадаць, што такога, як было раней, ужо ніколі не будзе, што нават калі яны вось так будуць размахваць зброі, яны ніколі не будуць нармальна проста жыць, яны будуць пастаянна на ваенным становішчы, пакуль Лукашенко будзе ўзурпаваць уладу. Конечно, а зарплаты их будут падать, потому что экономический режим полностью провалился. Уже есть показатели за сентябрь нынешнего года и прошлого. Очень большой провал. Сейчас практически не работает Министерство экономики. Вы посмотрите, что происходит. То есть следующий год он будет крайне... То есть даже если Лукашенко каким-то образом на этих штыках усидит, то просто вот эту черную сграю ему нечем будет кормить следующий год. То есть эта же сграя придет за ним и скажет: Лукашенко, где наши деньги? То есть поэтому пусть они, я понимаю, что у них плохо с системой анализа, хорошо, я понимаю, но может быть кто-то из их жен, детей, может быть, сумеет им как-то донести, что в той ситуации провала экономики, когда Лукашенко больше не, вот заметьте, кроме кресла его, сейчас вообще ничего, кроме штыков, за которые он уцепился, ведь больше вообще ничего в Беларуси не работает. Заметьте, никакие министерства, ничего, они же все сидят, никакого плана нет на будущий год, ни плана выхода из кризиса, ни плана реформ, ничего.
То есть они просто сидят на этих штыках и просто ждут, кто кого вот погонит. Вот этот вот черный ОМОН, хорошо, даже если этот ОМОН куда-то загонит, дальше что? Что вы есть будете? Друг друга вы будете есть? То есть, ну это же, ну я не знаю, как бы, что там еще нужно понимать, как можно было так людям промыть мозги, если честно, ну как бы сложно мне понять. Ну там говорят, специально таких набирают, так что тут надо быть спокойными. Но в любом случае, они наемники, понимаете, кто им больше заплатит, на того они будут работать. Вот это тоже должны понимать их начальники, Шафита с Басковым и выше. Так что увидим, все будет. Дякую вялікі. З намі на тэлефоннай сувязі была спадарыня Ганна Красуліна, прэс-сакратар Святланы Ціханаўскай, удзельніцы прэзідэнцкіх выбараў, якую у дзяржавах Еўразвязу, у Паўночнай Амерыцы, а таксама большая частка удзельнікаў мірных пратэстаў у Беларусі Святлану Ціханаўскую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народа.